Древние кыргызы, тюркские каганаты, борьба за господство в Центральной Азии. План лекции. Первое. Древние кыргызы, тюркские каганаты. Второе. Борьба кыргызов за господство в Центральной Азии, кыргызское великодержавие. Третье. Кыргызы в период Монгольской империи. Первый вопрос. Первое упоминание этнонима кыргыз. Китайский историк Сыма Цянь 145-86 года до нашей эры в своем труде Ши Цзы «Исторические хроники. Первый век до нашей эры» сообщает, что в 201 году до нашей эры правитель хунов Шаньюй Моде направился на завоевание соседних северных и северо-западных территорий. В этом походе он подчинил себе некоторые независимые племена – гяньгуней, динлинов, синли. Учеными полностью доказано, что гяньгунями – Гэгунь, Цигу, Кыгу и другие варианты китайцы называли древних кыргызов. Эти сведения, являясь первым упоминанием этнонима кыргыз, имеют огромное значение для исторической науки и истории Кыргызстана. Согласно этим данным, кыргызы были уже в III веке до нашей эры и имели собственные владения. Таким образом, этноним кыргыз является самым древним из всех современных названий народов, происходящих от общих тюркских корней. Тюркские этнонимы узбек, уйгур, казах, туркмен, татар, башкир и другие появились гораздо позднее. Споры вокруг сохранившегося с древнейших времен этнонима кыргыз не утихают в научной среде многие годы. Вместе с тем уже очевидно, что ключ к расшифровке термина заложен в самой основе тюркского языка. Кроме того, необходимо помнить о заметном расхождении между народной этимологией и научным вариантами трактовки значения этнонима. Своеобразным отражением и закреплением в народной памяти исторических событий, оценки тех или иных деятелей является произведение исторической фольклористики, былины, сказки, песни и так далее. Чаще всего попытка народа объяснить значение этнонима кыргыз встречается в легендах. Народные легенды возводят этимологию слова к сочетаниям слов «кырк» — 40 и «кыз» — девушка, потомки 40 девушек, слова «кырк» — 40 и этнонима «огуз» — союз 40 агузов, а иногда слово «кыр» — скала, гора и этнонима «огуз», то есть агузы из горных скалистых местностей. Ученые, расчленяя этноним кыргыз на составные части и используя лингвистические и ономастические методики исследования, выстраивают самые разные варианты происхождения и трактовки слова. Приведем некоторые из них. Кырк и юз, кырк-джуз — 40 сотен. Кырк и эр, кырк-киши — 40 человек. Кара и гыз — черноволосый народ. Кыргу — кырк плюс суффикс множественного числа «ыз». Кырк и огуз — 40 агузов, точнее южные или западные агузы. Кыргын, кыргыт, кыргыз — светлолицый, голубоглазый народ. Кыргыз, кырылгыз — неистребимый, возрождающийся, постоянный, непобедимый. Широкая распространенность названия «кыргыз» у средневековых кочевников от Енисея до Урала позволяет думать, что оно, как и название «саки», в древние времена означало понятие «храбрые и отважные люди». В связи с этим вполне реальным могло быть предположение, что большинство кочевых племен старались называть себя кыргызами. Когда-то кыргызами называли всех кочевников, живших на территории Азии. Таким образом, этноним кыргыз, возникший как самостоятельное название рода или объединение родов, в последующем превратился в общее название многих народов Центральной Азии. Древняя родина кыргызов. В исторических письменных источниках, начиная с III века до нашей эры, приводятся разные мнения относительно прародины кыргызов. В труде Сыма Цяня есть упоминание о кыргызах, однако автор ничего не говорит о месте их расположения. Одни считают родиной кыргызов Енисей, другие — район озера Хыргыз-Нур, Кыргызское озеро, в современной северо-западной Монголии. Последняя точка зрения долгие годы считалась наиболее приоритетной в историографии Кыргызстана. В сочинении Ханьшу «История династии Хань» древний китайский историк Бань Гу, I век нашей эры, писал: «Ставка Шаньюя хунов расположена в 7000 ли, одна ли составляет около 500 метров к востоку от кыргызов». Опираясь на эти сведения, археолог профессор Худяков, синолог Боровкова и современные кыргызские историки утверждают, что прародиной кыргызов в I веке до нашей эры был регион восточного Тенир-Тоо, территории севернее городов Манас, Харашаар, современного восточного Туркестана, а также севернее горного хребта Боро-Хоро.
Издревле соседями кыргызов считались тюркские народы хунны, усуни, динлины, а также относящиеся к группе индоевропейских племен Восточного Туркестана юэджи или тохары. Территория обитания предков кыргызов представляла собой богатые и благодатные земли, позволяющие кочевникам заниматься скотоводством, земледелием, ремеслом, обработкой металла, ювелирное дело, плотничество, обработка кожи, изготовление войлока, ткачество, а также развивать охотничий промысел, военное дело и другое. В середине I века до нашей эры предводитель хунов Джичи укрепил свою армию храбрыми кыргызскими воинами и с их помощью завоевал племена, проживающие в районе Минусинска на Енисее. Считается, что именно тогда основной костяк кыргызов поселился на своей новой родине. Таким образом, кыргызы после III века до нашей эры входили в состав единого и могучего объединения хунов. Можно уверенно говорить об одном – их развитие происходило под непосредственным и активным влиянием первого мощного государства кочевой цивилизации. Для империи хунов, как государства разнородных этносов, было характерно активное взаимопроникновение культур, обычаев, традиций древних тюрок и формирование единой языковой общности. Кыргызы переняли у хунов опыт политического. В средние века кыргызы по древней традиции продолжали делиться на 3 группы – правое и левое крыло, группу ичкилик, а также военного управления. Оказавшись в политической орбите хунов, кыргызы выступили их союзников в военных действиях против Китайской империи. С этой точки зрения заслуживает более пристального изучения предположение, что именно к эпохе господства хунов в Центральной Азии восходят истоки героико-исторических достанов кыргызского народа. Кыргызы в первой половине I века до нашей эры. В 99 году до нашей эры, в период правления Шаньюня Цзэдихуэ, китайские войска вторглись во владение державы хунов, однако были разгромлены. Известный китайский военачальник Ли Линь, оказавшийся среди пленников, дал согласие служить хуну, так как в Китае его ждала неминуемая смерть. Шаньюнь Цзэдихуэ выдал за Ли Линя свою дочь, присвоил ему титул Джучибек западного крыла и посадил наместником хуну в енисейских владениях кыргызов. Считают, что потомки Ли Линя и его жены из рода хунов правили кыргызами вплоть до нашествия Чингисхана, основали великодержавное кыргызское государство и в 840 году разгромили уйгурский каганат. В 90 году до нашей эры возглавляемый Ли Линем кыргызский отряд, присоединившись к крупным силам хунов, участвовал в битве против китайских войск у горы Яньжань близ Ханганской гряды. На стороне хунов, кроме кыргызов, сражались динлини и турпанцы. Союзники разгромили большую армию ханьской династии. Тема совместного освободительного похода против экспансии Китайской империи нашла свое отражение в известном кыргызском героическом эпосе «Манас». Причем его сюжетные мотивы, повествующие о чистосердечном служении Алмамбета, китайца по происхождению, кыргызам и тюркам, удивительно созвучны реальным историческим событиям, связанные с Ли Линем. Кыргызы были надежными вассалами державы хунов вплоть до 60-х годов до нашей эры. Правитель хуну управлял кыргызами через своих наместников. Во время восстания 71 года до нашей эры племен Усуни, Динлинов и Ухуаней против хуну кыргызы были на стороне последних. Более того, как органическая часть государственной системы хуну, кыргызы всячески проводили их политику. Первое независимое государство кыргызов. Воспользовавшись ослаблением центральной власти и политической раздробленностью державы хунов, кыргызы добились в 1956 году до нашей эры суверенитета и политической независимости. Их владения занимали северную часть восточного Тинир-Тоо, территории между хребтом Боро-Хоро и пустыней Дзосотинь или Сун. Именно с этого года в письменных источниках впервые начинают упоминаться сведения о Кыргызском царстве. Древнекитайский историк Баньгу назвал объединение кыргызских племен термином «го» – «царство». Географическая обособленность небольшого владения древних кыргызов позволила им на несколько лет выпасть из поля зрения хунов и стать основой для возникновения кыргызской государственности. Только в 49 году до нашей эры правитель северных хунов Шаньюнь Джичи покорил располагавшееся в окрестностях современного города Манас царство Удзи, а затем Кыргызское царство и его северных соседей Динлинов. Пробыв некоторое время на земле кыргызов, Шаньюнь Джичи продолжил свое движение на запад, так как заключил союз о мире с царством Каньгюй. Некоторые исследователи считают, что отдельные группы кыргызских воинов принимали участие в этих походах с 48-42 годов до нашей эры и доходили до Таласской долины. Кыргызы в I-V веках нашей эры.
В этот период кыргызы расселялись в восточном регионе Тенир-Тоо. Китайские источники упоминают, что кыргызы были соседями политического объединения тюркских племен Теле, Телес, и обитали севернее Яньциня, Карашар, близ Актоо. А некоторая часть динлинов и хуну в этот период слилась, ассимилировалась с кыргызами. В V веке кыргызы, как и телесы, вели борьбу с нахлынувшими из северного Китая жуанями, жужуни, то есть авары, но в конце концов были вынуждены покориться им. Об этнической близости кыргызов с тюркским племенем Ашина Лютый говорит и приводимая в китайских источниках легенда о происхождении кыргызов от потомков мифической матери всех тюрок Балчицы. Волк, барс, олень были священными тотемами кыргызов. Как и другие тюрки, кыргызы издревле поклонялись божеству неба Тенир, земле, воде, звезде Чолпон, луне, огню. Таким образом, на длительном пути своего исторического развития кыргызы не только были вовлечены в объективный процесс взаимопроникновения тюркских племен Центральной и Средней Азии, но и сами ассимилировали часть представителей других нетюркских народов. Тюркский каганат. Вторая половина первого тысячелетия характеризуется формированием и развитием на обширной территории Южной Сибири, Казахстана, Средней и Центральной Азии раннефеодальных тюркских государств. Это позволило назвать данный период древнетюркской эпохой. В середине VI века в Центральной Азии было образовано первое тюркское государство, имевшее важное значение для истории Кыргызстана – тюркский каганат. Он просуществовал около 2 столетий, с 552 по 744 год. Этнонимы «тюрк» – «тюркут» в китайской транскрипции «тудзие» впервые упоминается в китайской летописи 546 года. Этими именами сагдийцы, персы и византийцы называли новых покорителей степных просторов. Обозначение самоназвания народа оно заключило в себе, согласно руническим текстам, понятие «сильный», «устойчивый», «непоколебимый». С другой стороны, термин имел скорее социальное значение, нежели этническое, так как первоначально это название соотносили только с представителями военной аристократии. Со временем оно распространилось не только на род, возглавляемый военной аристократией, но и также на подвластные им народы. Племя тюрк образовалось в IV-V веках в среде хуну, считавших своим прародителем Ашина, сына мифологической волчицы. В середине V века тюрки находились в подчинении жуаньского аварского кагана, который господствовал во всей Центральной Азии, а главным местом их расселения был Алтай. Здесь тюрки разрабатывали богатые залежи руды и выплавляли железо. Его количество было столь велико, что им платили подати жуаням. Вместе с тем дальновидные вожди тюрок Асан-Шат, Ту и Бумын старались как можно эффективнее использовать имеющиеся у них природные богатства, а вместе с ними возможности для обретения свободы. Повсеместно в мастерских изготавливалось оружие, железные доспехи, снаряжение для боевых коней. Сформировав хорошо обученное и вооруженное постоянное войско, тюрки менее чем за 100 лет подчинили себе все алтайские племена. В 546 году Бумын подчинил многочисленный народ Теле, тегрек, населявший Джунгарию, и захватил их земли. В результате тюрки не только перестали выплачивать подати жуаням, но превратились в их соперников за господство в Центральноазиатском регионе. Ища повод для столкновения, Бумын потребовал от кагана Жуаня Анахуана 520-552 года выдать за него свою дочь. Находившийся в ореоле славы и могущества каган в насмешливо-оскорбительном тоне отказал Бумына. Лучшей причины начать войну нельзя было сыскать. В 552 году тюрки напали на жуаней и нанесли им сокрушительный удар. Анахуан вынужден был покончить самоубийством. Победивший Бумын принял верховный титул жуаней или каган, великий каган. В Центральной Азии был образован Великий Тюркский каганат 552-603 года. Ставка кагана размещалась в Архоне, Северная Монголия. Со временем он стал административно-политическим центром нового государства. Скончался основатель Великой Тюркской династии Ашинов Каган Бумын в 553 году. Согласно кочевым традициям, власть перешла к брату Кагана Истеми, который еще при жизни Бумына завоевал территории племени 10 стрел, долины Семиречья и предгорья Центрального и Западного Тенир-Тоо. После этого Истеми получил титул «Каган 10 племен», хотя в действительности он правил только западным регионом страны. В 576 году правитель тюрок Тюрксанф, сконцентрировав необходимые силы, напал на Византию, расположенную вдоль Черного моря, и овладел Босфором. В
580 году тюрки вторглись в Крым и окружили Херсонес. Так тюркский каганат, центр которого по-прежнему находился в Тенир-Тоо, превратился в могучую евроазиатскую державу. Под началом Истеми были достигнуты значительные успехи во внешней политике. Кровавые межплеменные распри подорвали силы тюркского каганата, что резко изменило его внешнеполитические позиции. В 603 году тюркское государство разделилось на два каганата – восточный и западный. Последующий этап истории Кыргызстана неразрывно связывается с западно-тюркским каганатом. Западный тюркский каганат 603-704 года. Массовое смешение и взаимопроникновение племен и народов в евразийском тюркском каганате обусловило тюркизацию и население Кыргызстана. Местные племена ассимилировали с пришельцами. В их внешнем облике все значительнее стали проявляться монголоидные черты. Среди жителей, говоривших на сагдийском языке, который относился к иранской группе языков, все больше закреплялось тюркское наречие. В состав западно-тюркского каганата входили Восточный Туркестан, земледельческие регионы Средней Азии, огромные степные пространства Приоралья, Северного Кавказа. Административно-политическим центром государства был сначала город Минбулак в Таласской долине, а с 618 года город Суяб, развалины городища Акбишим близ современного Токмока. В конце VII века в Китае усилилась власть династии Тан 618-907 года во главе с императором Тайцзунем, который в своей внешней политике преследовала далеко идущие агрессивные цели. Так правящая династия давно вынашивала планы установления своего господства на Великом Шелковом пути. В 630 году китайские войска в союзе с кочевым племенем Тогуз-Огус вторглись на территорию восточно-тюркского каганата и подчинили его. Разлад в отношениях между тюркскими вождями позволил императору Тайцзуню использовать их войска для захвата государства Гюачань, расположенного в Турфанском оазисе. Удобное географическое расположение государства способствовало превращению его в своего рода плацдарм для подготовки последующих походов на западно-тюркский каганат. На протяжении ряда лет западные тюрки совместно с народами Восточного Туркестана мужественно отражали агрессию врага. В конце концов, китайский полководец Су Диньфань в 656 году в битве на реке Или добился решающей победы над войском Ишбара Кагана. Тюркские отряды отступили в Чуйскую долину. Однако и здесь их настигли превосходящие силы противников. После окончательного разгрома Ишбара был взят в плен и через 2 года казнен. Управление завоеванными землями Тенир-Тоо император осуществлять практически не мог, поэтому он поставил во главе народа 10 стрел представителя западной ветви династии Ашины. Но наместники-марионетки не пользовались поддержкой и уважением среди народа. С каждым годом каганат все больше и больше утрачивал свое былое могущество. В 704 году в городе Кулан, близ современной станции Луговая, тюргиши убили последнего 23-го кагана из династии Ашины. Эпоха западного тюркского каганата завершилась. Тюргешский каганат 704-766 года. Различные потрясения не могли повернуть или остановить исторического развития народов Тенир-Тоо и Семиречья. В начале VIII века на развалинах западно-тюркского каганата возникло тюргешское государство. Тюргеши входили в конфедерацию Дулу племенного объединения «Народ 10 стрел» и населяли долины между реками Или и Чу. Тюргеши делились на 2 рода – желтые тюргеши и черные тюргеши, предводители которых постоянно враждовали друг с другом. Основоположником правящей династии стал Уч-Элит-Каган 704-706 года. Глава желтых тюргешей, ставка Кагана расположилась в захваченном им городе Суяб. Под властью тюргешей оказалась территория от среднего течения реки Сырдарьи до верховья Иртыша. Каган разделил свои земли на 20 округов, каждый из которых в случае надобности должен был представлять верховному правителю войско в 7 тысяч человек. Власть тюргешей распространялась и на Восточный Туркестан. После смерти Уч-Элига на престол был возведен его наследник, сын Сакал-Каган 706-711 года. Положение государства в этот период было очень сложным. На юге большую угрозу представляли вооруженные силы империи Тан, на востоке тюрки, сумевшие восстановить свой каганат, с юго-запада арабские захватчики. К этому времени тюргиши добились полной независимости. Их правителем являлся каган из черных тюргишей Чабышчор-Сулук 716-738 года. Новый каган оказался искусным дипломатом. В 717 году он совершил поездку в Китай, где ему был оказан хороший прием.
Затем Сулук заключил очень удачные брачные союзы с царскими домами, представляющими потенциальную угрозу для него. Женился на дочери потомка западной ветви династии Ашина, второй его женой стала дочь Бельге Кагана, третьей – дочь царя Тибета. Одну из своих дочерей Сулук выдал за сына Бельге. Дипломатические успехи на Востоке позволили тюргешам активизировать военные действия в западном направлении. Арабские наместники багдадского халифа в Хорасане, пользуясь поражением тюргешей от тюрок, сумели достичь некоторого успеха. Покорили Согд, Хорезм и часть Тохаристана. Каган Чабышчур-Сулук, начиная с 720 года, предпринял несколько походов против арабов. В ходе борьбы была создана антиарабская коалиция, в которую вошла Фергана, Чач, Ташкентский оазис и тюргешский каганат. Успехи союзников подкреплялся частыми восстаниями населения Согды против арабов. Потерпев ряд поражений, арабы в 728 году были вынуждены покинуть Согд. Однако они не смирились с неудачами и объявили Газават – священную войну против неверных. В 729 году войска арабов, форсировав Амударью, вторглись в Бухару. На захваченных землях арабы силой насаждали свое религиозное учение – ислам. Чабышчур-Сулук выступил за принятие исламской религии, однако тюргеши отвергли это предложение. Посчитав, что раздробленные и истощенные отряды арабов не представляют опасности, Каган с небольшим войском зимой 737 года бросился за ними в погоню. Однако перед лицом серьезной угрозы арабы сумели проявить себя, быстро сгруппировавшись, они нанесли тюргешам неотразимый удар. Едва не попав в плен, Каган с остатками войска, понеся большие потери в живой и материальной силе, вернулся в Чуйскую долину. Всю вину за поражение влиятельные тюргешские сановники возложили на Кагана. Это стоило Сулуку жизни. От сильных переживаний Кагана разбил паралич, и в 738 году он умер. Смерть Кагана положила начало длительной борьбе между желтыми и черными тюргешами за престол. Междоусобица сильно ослабила государство. Этим не преминули воспользоваться соперники. В середине VIII века власть каганате захватили карлуки. Карлукское государство. На смену тюргешскому каганату пришло Карлукское государство. Само название Карлук-Бодун, народ карлуков, или Уч-Карлук, три племени карлуков, распространилось на сильный союз кочевых племен, границы владений которых простирались от монгольского Алтая до побережья озера Балхаш, а также к северу и югу от Тарбагатайского хребта. Карлукское объединение состояло из трех больших тюркских племен – Булак, Чигил или Сибек и Ташлык. Согласно источникам, с самого начала Карлукский союз характеризовался территориальной и политической разобщенностью. Так, одна часть карлуков во второй половине VI века или начала VII века владела некоторыми регионами Тахарстана. Их правитель имел титул Джабгу и состоял в подчинении сначала западно-тюркских, а затем тюргешских каганов. Карлуки Тахарстана сыграли значительную роль в борьбе с арабскими захватчиками. Другая часть карлуков расселилась далеко на востоке, в монгольских степях. Карлуки Тарбагатая имели сильное войско. Занимая территорию между восточным и западным тюркским каганатами, они как бы уравновешивали их силы, попадая в зависимость то к одному, то к другому из них. Это был непокорный и беспокойный народ. Из источников известно, что только в первой четверти VIII века карлуки трижды восставали против восточно-тюркского каганата. Карлуки принимали активное участие и в крупных политических событиях, приведших к падению второго тюркского и тюргешского каганатов. В 744 году объединенные силы басмылов, уйгуров и карлуков разгромили второй тюркский каганат. После этого образовалось новое степное государство – уйгурский каганат 744-840 года во главе с Илитмиш Бельге Каганом. Название уйгур в переводе с древнетюркского означает «организованный, спаянный». Данная этническая общность включала в себя 19 родовых племенных объединений. После победы над восточными тюрками уйгуры, входившие в сильный союз тогу-загузских племен, распространили свою власть на территорию от Алтая до Маньчжурии. Предводитель карлуков, получивший титул Джабгу, оказался в подчинении прежних союзников. Это вызывало недовольство карлуков, стремившихся к самостоятельности, и обуславливало возникновение новых конфликтов. В 746 году карлуки, притесняемые уйгурами, были вынуждены перекочевать в Семиречье. Политическая обстановка здесь была очень сложной. Из-за непрекращающихся распри между родовой знатью внутри тюргешского каганата власть фактически была парализована. Этим не замедлили воспользоваться наместники китайской династии Тан в Восточном Туркестане. В 748 году китайская армия вторглась в Чуйскую долину, захватила город Суяб и подвергла его разрушению.
В следующем году был захвачен и повешен Аким Чача, Ташкент. Активную помощь китайцам оказывали карлуки. Имевшие свой интерес в регионе, арабы не могли допустить такого бесцеремонного вмешательства в дела государств Средней Азии и укрепления здесь позиций враждебной империи. Арабы под командованием Зияд ибн Салиха выступили против китайцев. Получивший известие об этом китайский полководец Гао Сяньджи направился навстречу арабам из Суяба со 100-тысячной армией. Два войска сошлись в июне 751 года в Талайской долине у города Атлах, развалины севернее села Покровка в Манасском районе. В 4 дня армии не решались перейти разделявшую их речку и начать действия. На 5-й день конница карлуков неожиданно нанесла удар по тылам китайцев. Арабы бросились в лобовую атаку. Зажатое с двух сторон китайское войско не выдержало и в смятении бросилось в одно из узких ущелий реки Талас. По сведениям средневекового историка Ибн Ал-Асира, в битве при Атлахе китайцы понесли огромные потери. 50 тысяч человек было убито и около 20 тысяч было взято в плен. Значение данной победы для тюркских народов было огромным. Китайцы были отброшены от границ Средней Азии. После этого поражения на протяжении примерно 1000 лет войска императорского Китая не приближались к границам Средней Азии. Поражение китайцев обусловило создание в регионе условий для беспрепятственного развития мусульманской культуры. Карлуки, сыграв важную роль в разгроме китайских захватчиков, укрепили свое положение в Семиречье. Второй вопрос. Борьба кыргызов за господство в Центральной Азии, кыргызское великодержавие. Барсбек Каган кыргызов. Конец 7 века, начало 8 в историческом развитии Кыргызстана – это эпоха усиления роли государства енисейских кыргызов на политической арене, укрепления его государственности. Эти обстоятельства способствовали тому, что с кыргызским государством были вынуждены считаться все более или менее значимые сопредельные народы. Возглавлял кыргызское государство в тот период Ажо Барсбек. Время его правления – одна из ярких и важнейших страниц истории кыргызского народа. Барсбек был выходцем из древней кыргызской правящей династии, рано остался без отца. Всего их было 4 брата, а сам он очень любил охоту с гончими. Род Барсбека находился под особым покровительством божества Умай-Ине. Об этом говорит то, что родственники Барсбека носили редкий и престижный титул Умай-Бег. У него были старшие и младшие братья. Он смог возглавить кыргызское государство в сложных внешнеполитических условиях только благодаря своим личным незаурядным качествам. Тюрки под предводительством хана Учлуга, являвшегося потомком династии Ашина, в 679 году освободились от китайской империи Тан и образовали второй тюркский каганат. Кыргызам, как и другим степным народам, было совсем невыгодно вместо формальной китайской опеки заполучить постоянный диктат враждебного государства. Поэтому они с тогузогузами Кагана База, корыканами, кытаями и татарами выступили сторонниками Танской империи. Однако в 688 году восточные тюрки разгромили коалицию Кагана База и стали безраздельными хозяевами степей. Кыргызы в этой битве не участвовали и сумели сохранить свои войска, что позволило Барсбеку возглавить силы, противостоящие тюркскому каганату на его северных границах. Некоторое время спустя, решив испытать силы кыргызов, он предпринял важный политический акт. Принял титул кагана вместе с тронным именем Инанчу Алп Бельге. Это был открытый вызов кагана кыргызов тюркскому каганату, открытое соперничество с ним за господство в Центральной Азии. Чтобы ликвидировать нависшую со стороны кыргызов опасность, каган тюрок Капаган 691-716 года направил войско во главе с принцем Бельге на Енисей. Поход оказался безуспешным. Войско было остановлено на подходе к границам кыргызов, а противники вынуждены были довольствоваться мирным договором. Капаган признал Барсбека каганом и выдал за него свою племянницу. В ответ кыргызы, видимо, обещали поддержку тюркскому каганату. Таким образом, договор закрепил статус Барсбека как кагана Инанчу Алп Бельге, повысил его авторитет, однако не реализовал его амбициозных планов. В начале 8 века внешняя политика укрепившего свои позиции Барсбека была подчинена задаче ослабления позиций тюрок и устранения их из борьбы за господство Центральной Азии. В 707-709 годах он направляет в Китай, воевавший в это время с тюрками, 2 посольства с целью создания антитюркского блока, ищет пути сближения с тюргешским каганатом. К тюргешам Чуйской долины было направлено посольство во главе с Эзгене. К 709 году в результате успешных дипломатических действий он сумел организовать мощную антитюркскую коалицию, в состав которой вошли империя Тан и тюргешский каганат.
Один из видных политических и военных деятелей тюркского каганата Тон Йокук так характеризовал сложившуюся в то время в Центральной Азии политическую ситуацию. Тавгачский, китайский каган, был нашим врагом. Каган 10 стрел, Тюргеше, был нашим врагом. Но самым большим врагом был могучий каган кыргызов. Враги были кругом, как хищные птицы. Мы были для них падалью. Тюрки не стали ждать, когда противники предпримут совместные действия против них. Они решили первыми нанести удар и разгромить врага по отдельности. Тюрки начали с нападения на кыргызов, которые представляли для них большую опасность, нежели другие. В 709 году тюркские войска, форсировав верховье Енисея, разгромили союзные кыргызам племена Чик и Ас, заняли Туву, превратив ее в плацдарм для последующей атаки на кыргызов. Главный путь от Тувы до Енисея, проходивший по узкому ущелью, был перегорожен кыргызами высоким каменным завалом, остатки которого сохранились до наших дней. Преодолеть его не смогла бы никакая армия. Заняв и другие стратегически важные перевалы Саяна, Барсбек считал себя в полной безопасности и спокойно поджидал помощи союзников. Однако ни китайцы, ни тюргеши не поддержали его. Их в первую очередь интересовала безопасность своих рубежей. Оставшийся один на один в борьбе с грозными силами тюркского каганата, Барсбек в поисках выхода из создавшегося положения вынужден был изменить политический курс. В преддверии осени 710 года он направляет посольство в Танскую империю и Тюргешское государство, а также в Тибет. Главой посольства был назначен пользовавшийся особым расположением кагана Эрен-Улуг, выходец из сильного кыргызского рода Болшар. Тонкий и опытный дипломат, он до этого 4 раза возглавлял подобные миссии. Барсбек официально не оповестил Китай о посольстве Эрен-Улуга, однако слухи о нем намеренно активно распространялись среди кочевников. Замысел кагана, скорее всего, состоял не в том, чтобы запугать тюрок, а лишь каким-то образом активизировать военную деятельность китайцев и тюргешей. Но уже было поздно. По неизвестным причинам Эрен-Улуг умер в пути, в результате чего Тибет не стал союзником Барсбека. Также не выступили в поход китайцы и тюргеши. Зато тюрки ускорили свои действия. Они решились на отчаянный маневр, несмотря на суровую зимнюю стужу, обойти обороняемые кыргызами проходы в Саянах. В этом походе приняли участие будущий каган тюрок Бельге и его брат Култегин. Однако на деле кампанией руководил старый и умудренный полководец Тон Йокук. Он находит из местного населения человека, который предательски согласился провести войско тюрок по неизвестным высокогорным тропам в Минусинскую долину. Такой переход в разгар зимы через Саяны требовал, несомненно, большого риска и мужества. Однако замысел тюрок осуществился. Зимой 710-711 годов их войска неожиданно напали на лагерь кыргызов. «Мы напали на спящих кыргызов, мы копьями прокладывали себе путь», свидетельствует руническая надпись на древнетюркском памятнике. Основные силы кыргызов были разбиты. Барсбек, собрав оставшихся воинов в Черни-Сунга, лес, оказывал ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, кыргызы потерпели поражение от Култегина. Барсбек был убит. Об этом упоминается в Алтын-Кульской эпитафии. Памятником мужественному кагану стал установленный соплеменниками большой плоский камень выше человеческого роста, на котором они выразили свою скорбь по поводу его смерти. Поражение кыргызов в битве под Цунга имело для них тяжкие последствия. Об этом говорит тот факт, что на протяжении последующих более 40 лет кыргызы не могли принимать участие в событиях, разворачивавшихся в Центральной Азии. И хотя возглавляли государство кыргызские правители, до самого падения тюркского каганата оно фактически было его вассалом. Кыргызское великодержавие. В VIII веке лидирующая роль в Центральной Азии принадлежала уйгурам. Они издавна населяли степные просторы Центральной Азии и говорили на древнетюркском языке.
Ослабление второго тюркского каганата позволило объединенным силам уйгуров, карлуков и басмылов окончательно разгромить его и основать новое степное государство кочевников – уйгурский каганат 745-840 года. О силе державы говорит тот факт, что в период могущества каганата даже Китай выплачивал ему ежегодную дань. Внешнеполитический курс кыргызского государства характеризовался активными попытками привлечения на свою сторону занявших семиречье карлуков, чиков, а также остатков разрозненных тюркских племен для борьбы против уйгурского кагана Элитмиша-Бельге 747-759 года. Некоторые тюркские беки предупредили уйгуров о планах коалиции. Не дав противникам опомниться, Каган решительными действиями разгромил каждого из союзников по отдельности. В 758 году уйгуры сумели покорить государство кыргызов на Среднем Енисее. Восстание, поднятое в 795 году кыргызами, было подавлено. Кыргызским правителям Ажо понадобилось 25 лет, чтобы собрать сил для возрождения независимого государства. К началу IX века уйгурский каганат во многом растерял свою былую мощь. Из-за усилившихся внутренних расприй было подорвано и единство державы. Кыргызы не замедлили воспользоваться этой ситуацией. Ажо назвал себя ханом, а жену – Гелу-Шех, дочь карлукского Джабгу, провозгласил ханшей, сообщали в этой связи китайские источники. Это важно в истории кыргызов событие произошло в 820 году. Заручившись поддержкой карлуков, кыргызы объявили о своей независимости от уйгурского каганата и тем самым вступили в борьбу за верховенство в Центральной Азии. На этот раз их претензии были обусловлены реальными возможностями. После поражения в 795 году кыргызский каганат сформировал приспособленную к длительным боевым действиям военно-административную государственную систему. Ряд завоевательных походов, предпринятых против народов Сибири, позволили кыргызам значительно расширить границы государства и получить в свое распоряжение богатые материальные и человеческие ресурсы. В конце VIII века военный потенциал кыргызов превышал в несколько раз уровень начала века. Во главе административной системы государства и вооруженных сил стоял Ажо. Следующую степень занимали бии, их было 3, затем чиновники различных уровней. Последние подразделялись на 6 ступеней. Государство имело регулярную конную гвардию. Вассальные, зависимые от кыргызов племена, кыштымы и другие, в обязательном порядке поставляли в армию Ажо своих воинов. В период военных действий из них создавались дружины. В IX веке кыргызы, учитывая составленные из подвластных племен войска, могли выставить армию в 100 000 человек. В результате своей политики Ажо сумел наладить дипломатические отношения с враждебными уйгурам, арабами, тибетцами и карлуками Тинир-Тоо. В 820 году кыргызский Ажо провозгласил себя каганом, что было равноценно объявлению войны уйгурскому каганату. В ответ на дерзкое заявление Ажо уйгуры направили на Енисей карательное войско. Кыргызы разбили его. Война затянулась на 20 лет. В ходе военных действий преимущество, вероятно, перешло на сторону кыргызов, о чем свидетельствует направленное к кагану уйгуров следующее высокомерное извещение Ажо. «Судьба твоя решена. Я скоро возьму твою золотую ставку. У входа я привяжу своего коня и подниму свое знамя. Если хочешь потягаться со мной, приходи немедля, а если не можешь, убирайся с пути». Военные неудачи обострили междоусобную борьбу внутри уйгурского каганата. Обильные снега зимой 840 года привели к падежу скота и усилению эпидемических болезней. В это тяжелое время предводитель уйгурского рода Яглахар обратился к кыргызам за помощью. Ажо немедленно послал в Ордо-Балык, столицу уйгурского каганата, на берегу реки Орхон 100-тысячную армию, которая разбила неприятельское войско и разрушила до основания столицу. В бою был убит и каган уйгуров. Уцелевшие уйгуры в поисках спасения ушли в Китай, на другую сторону Байкала и Восточный Туркестан, оставив кыргызам земли и имущество. В 843 году енисейские кыргызы, преследуя уйгуров, которых возглавлял пан Тигин, вторглись в Восточный Туркестан и захватили города Анси и Беш-Балык, а затем достигли границ Тинир-Тоо и Семиречья. Отряды кыргызов также провели успешные военные действия в Восточной Монголии, Джунгарии и за озером Байкал. Таким образом, к середине IX века уйгурский каганат перестал существовать. Возникло новое кыргызское великодержавное государство. В китайских источниках приводится довольно исчерпывающее описание его границ. Хягясы, кыргызы, имели сильное государство, равное по величине владениям тюрок, имеется в виду второй тюркский каганат. На востоке оно простирается до озера Гулигань, Байкал, на юге до Тибета, Восточный Туркестан, на юго-западе до Гэлоллу, Семиречье. Северные границы державы доходили до современных городов Томск и Красноярск.
период, когда кыргызы смогли подчинить себе многие просторы Центральной Азии, академик Бартоль с полным основанием назвал эпохой кыргызского великодержавия. В то время его расцвета кыргызы и енисеи достигали даже отрогов Тениртоо и оставили здесь следы своего могущества. Вполне вероятно, что часть их осела в указанном регионе. Согласно древней степной традиции, народ, владеющий Кангуем, считался формальным властителем всех кочевников. В свое время такие державы создавали хуны, жуань-жуаны, авары, тюрки, кыпчаки, сеньято, уйгуры, а позже монголы. Численность енисейских кыргызов в тот период резко возросла. Если учесть, что в 840 году они выставляли против уйгурского каганата 100-тысячное войско, а также то, что по правилам тех времен тюркские племена выделяли от каждых 3-5 человек одного воина, то предположительно количество кыргызов составляло от 300 до 500 тысяч. Следовательно, из множества племен Центральной Азии кыргызы занимали по численности второе место после уйгуров. Падение каганата уйгуров, возникновение на его месте кыргызского каганата на Енисее, а также усиление его могущества сыграли важную роль в историческом процессе развития не только кыргызов, но и оказали большое влияние на дальнейшую судьбу других сопредельных племен. Во-первых, надолго прекратились длительные междоусобные войны и распри внутри уйгурского каганата, что создало благоприятные условия для развития кыргызского великодержавия. Во-вторых, кыргызское великодержавие стало надежным заслоном северных и западных границ Танской империи. Местные племена были избавлены от постоянных набегов со стороны уйгуров. И в-третьих, новые условия способствовали развитию, консолидации и укреплению кыргызского этноса. Целый ряд небольших племен влились в состав кыргызских. Например, часть сартов, представителей проживавших в джунгарском регионе тюркских племен, ассимилировалась с кыргызами и образовала племя сарт. Часть татар, мантыгов и ногоев, связанная общими предками с монголами, вошла в состав кыргызского племени 60 родов. Таким образом, эпоха возвышения кыргызского каганата на Енисее – время формирования феодальных отношений, в недрах которого зарождались основы современной кыргызской нации. После победы над уйгурским каганатом в кыргызском государстве упорядочивается система политического устройства, формируется единый аппарат управления. Письменные сведения на древнем кыргызском языке, оставленные на каменном памятнике Суджи, позволяют предположить, что кыргызского кагана нарекли символическим именем Манас для того, чтобы он одержал победу над уйгурским правителем. Великой державой кыргызов правил Каган. В средние века этот титул был принят главами государств многих тюркских народов. В его руках была сосредоточена вся политическая, исполнительная и военная власть. Власть Кагана передавалась по наследству – сыну – Тигин, Ханзада, если не было сына – жене, младшим братьям или иналам, племянник по линии дочерей Кагана. Иначе говоря, нравы, обычаи и династические традиции кыргызов во многом были похожи на бытующие у других тюркских народов. Управление государством обеспечила разветвленная сеть государственного аппарата. Вторым должностным лицом являлся буйрук, советник. В его полномочия входили вопросы управления каганатом. Следующими ступенями иерархической лестницы были, соответственно, бойло и ярган. Бойло судья выносил приговоры, ярган судоисполнитель приводил их в исполнение. В принятии решений по военным правовым вопросам кагану помогали сангуны, жанжуны. Каган, Тигин, Инал, Байрук, Бойла, Ярган и сангуны являлись членами Верховной Ставки Кагана. На местах управления обеспечивали тутуки, тарканы, бии-беки и тютюны. Тутуки осуществляли в округах или больших родовых объединениях так называемое политическое руководство. Ими, как правило, были наследники ханзаада или родственники Кагана. Тарканы, как и тутуки, назначались Каганом и командовали военными силами в регионах или племенах. Тарканы и тутуки отвечали непосредственно перед Каганом за состояние дел в соответствующих регионах, налоги, военные дела и так далее. Бии-беки управляли большими или несколькими малыми родами. Подчиненные бием тютюны управляли мелкими родами, несколькими десятками или сотней семей. Как установлено, в тот период кыргызы имели свою письменность, определенная часть населения обладала грамотой. В X веке значительная группа кыргызской молодежи обучалась в Северном Китае. Наиболее способных, образованных приглашали на придворную службу в другие страны. Сведений о кыргызском государстве XI-XII веков очень мало. Возможно, это связано с тем, что на пути феодалов в поисках наживы, совершавших набеги на южные более слабые племена соседние владения, стали набиравшие силу монгольские племена. Лишившись легкой возможности обогащения, кыргызские правители усилили эксплуатацию своего народа. Это, в свою очередь, привело к дальнейшему развитию феодальных отношений,
углублению междоусобных войн, разъединению военной и гражданской власти. Относящиеся к этому времени письменные источники упоминают лишь о 3-5 небольших владениях кыргызов. Незадолго до установления господства монголов кыргызы имели 2 владения – на Енисее, а также в северных районах Горного Алтая. Их правители носили титул «инал». Но кыргызы и эти земли не смогли сохранить надолго, так как приблизилось опустошительное нашествие монгольских полчищ. Хозяйство. Стратегическим направлением хозяйства кыргызов считали добычу, производство и обработку железа. Поэтому этот промысел имел повсеместное распространение от Саянских до Кузнецких гор и даже в Минусинской котловине. Кроме того, железо выплавляли на песчаных берегах Енисея и его притоков – Абакана и Тувы, поросших пригодными для получения древесного угля породами деревьев. Свидетельство тому – обнаружение археологами множественных следов от плавильных горнов и кузниц. Эти места до сих пор местные жители называются местом, где работали кыргызские кузнецы. Анализ остатков запекшихся сплавов печей и шлаков показал, что руда доставляла сюда с отдаленных расстояний, не менее 100 километров. Из выплавленного железа кыргызские мастера изготовляли тяжелые кинжалы, боевые топорики, булавы, наконечники стрел и копий принадлежности конской сбруи. Наиболее ходовым товаром для обмена и продажи были самые разнообразные наконечники стрел. Кыргызы обеспечивали ими всю Южную Сибирь. Большого мастерства у кыргызов достигло искусство керамики. Особенно широкое распространение получил вид керамической посуды, известный как кыргызская ваза. Письменность. Американский исследователь истории кыргызов Канен Катиснер в своей книге «Языки мира» писал: «Если опираться на известные сведения, следует считать, что самый древний тюркский народ – кыргызы. Их письменные памятники имели место еще 2000 лет назад». Ученые предполагают, что кыргызы Енисея, по крайней мере уже с начала V века, использовали одну из разновидностей письма, основанного на арамейском алфавите времен империи арсакидов. В енисейских письменных памятниках насчитывалось 39 букв, 5 из них гласные. Позднее у кыргызов ее переняло население синего тюркского каганата, уйгуры, бысмылы. Переработанный и дополненный по возможности кыргызский вариант этой письменности назвали енисейской. Кыргызы широко пользовались своим письмом и оставили ряд ценных сведений о себе. Сохранившиеся до наших дней эпитафии, надмогильные написи на камнях, обнаруженные в Архонской долине, памятники Культигину, Бельге-Кагану, Тон-Йокуку, Барсбеку и другие зафиксировали бесценные исторические события и даты. Государство караханидов. X-XII века – эпоха экономического и культурного расцвета на территории Тинир-Тоо караханидского каганата. Кыргызы Средневековья вкладывали в слово «кара» понятия «великий», «большой», «могучий», «героический», «бесстрашный» и тому подобное. Таким образом, название «Карахан» означало «великий хан», «великий правитель». Известно, что определяющие позиции в государстве занимали тюркские роды Чигил и Ягма, входившие в племенное объединение карлуков. Именно из них происходили в основном тюркские каганы. Средневековый историк Джамал Карши писал, что дедом основателя династии Сатука Абд-ал-Керим Карахана был каган карлуков Бельге-Кул Кадыр-хан. Эти сведения дают основание предположить, что караханидская династия имеет карлукские корни. Известно, что Сатук-Карахан незадолго до смерти, 955 год, принял ислам, а его сын Муса провозгласил ислам государственной религией. Исторические источники сообщают о принятии в 960 году ислама 200 тысячами дворов различных тюркских родов и групп, населявших Тинир-Тоо. В их числе было немало и кыргызских родов, населявших предгорье Тинир-Тоо и Памира, побережье Иссык-Куля и долины реки Талас. По мнению профессора Эралиева, чигили, игравшие ведущую роль в государстве, являлись родовым объединением кыргызов. Расширяя свои владения, основатели династии караханидов захватили значительные территории Восточного Туркестана, Центрального Тинир-Тоо, Семиречья и Ферганы. На северо-востока границы государства караханидов проходили через Балхаш, Иссык-Куль, Алакуль и достигали Чугучака. Столицей каганата был город Баласагун, развалины городища Бурана в окрестностях современного города Токмока. Второй столицей считался город Узген. Государство караханидов было разделено на владения, во главе которых стояли представители правящей династии, являющей собой сложную и разветвленную систему власти. Границы владений часто менялись. Правители владений были наделены большими правами, они могли даже чеканить собственные монеты. Это создавало благоприятные условия для усиления междоусобиц и набегов друг на друга.
Караханидское государство фактически состояло из двух отдельных каганатов – восточного и западного, правители которых имели собственные титулы и столицы. Центром восточного каганата был город Баласагун, позднее Кашгар, западного – Узген, позднее Самарканд. В конце XI – начала XII века и восточное, и западное караханидские государства переживали серьезный кризис. В результате караханиды стали подданными сельджуков, однако в своих внутренних делах они сохранили полную самостоятельность. Развитие социально-философской мысли. Значительную роль в развитии философской мысли средневековых тюркских народов, и в частности кыргызского, сыграли Махмуд Кашгари и Джусуп Баласагын, крупнейшие мыслители и видные ученые XI века. Словарь Махмуда Кашгари представляет собой средневековую энциклопедию жизни тюркских народов в полном смысле этого слова. В настоящее время Диван Лугат ат-Тюрк, по словам Кононова, является часто единственным источником информации о жизни тюрок XI века. Он служит важным источником при изучении истории ранних средневековых тюркских народов, проживавших в Центральной и Средней Азии. Джусуп Баласагын и его Кутакку Белик «Благодатное знание». До настоящего времени о Джусупе Баласагыне, авторе величайшего творения поэмы «Благодатное знание», или «Наука об управлении государством» известно очень немного. Однако тщательный анализ сведений, содержащихся в его произведении, позволил ученым представить портрет личности автора, предположительно описать его жизнь и деятельность. По мнению исследователей, Джусуп Баласагын родился примерно в 1010, 1016, 18 годах в столице средневекового караханидского государства, городе Баласагын, южной окрестности современного города Токмок. Поэма «Благодатное знание» – произведение, стоящее у истоков формирования двух глубоко взаимосвязанных культурных цивилизаций – оседлой земледельческой и кочевой. Это связано с тем, что в X веке ислам как религия распространяется не только среди оседлого, но и кочевого населения караханидского государства. В результате среди населения все больше появляется ученых, владеющих арабским письмом. В какой-то мере этот факт, видимо, и обусловил появление первых тюркоязычных произведений, которыми явились «Благодатное знание» Джусупа Баласагына и словарь тюркских наречий языка Махмуда Кашгари в арабской транскрипции. Государство Каракытаев, найманы. Непрекращающиеся междоусобицы и войны с сельджуками подорвали силу государства караханидов. В результате в первой половине XII века его легко захватили Каракытаи, потомки древних монголов. Себя они называли кытаями. В древнекитайских летописях их именовали киданиями, а в мусульманских источниках – каракытаями. Впоследствии некоторая часть их потомков вошла в состав кыргызов под родовым названием Кытай или Каракытай. В X веке Каракытаи покорили многие центральноазиатские племена и Северный Китай. С 907 года государство Каракытаев и их правящая династия называлось Ляо и просуществовало более 100 лет. В 1125 году Джурджени, народ тунгусского происхождения, разгромил империю Ляо. Юлей Даши, один из представителей династии Ляо, с уцелевшей частью своих людей подался вначале на север, к кыргызам Енисея. Однако кыргызы прогнали их со своей территории. Отступая на запад, Юлей Даши и подвластные ему племена обосновались в пойме реки Эмиль, собрав здесь под своим началом разрозненных беженцев-кытаев. Он сумел заключить договоры о союзничестве с местными тюркскими племенами. К 1129 году под его властью находилось около 40 тысяч семей, кибиток. Юлей Даши объявил себя Гурханом, хан ханов, а созданное им государство стало называться Каракытайское ханство. В этот период восточно-караханидский каганат, раздираемый междоусобицами и внутренними противоречиями, приходил в упадок. Без больших усилий, получив власть в восточном каганате и отстранив от него династию караханидов, Гурхан создал новое государство – Си-Ляо, Западный Ляо, и объявил Баласагун по-каракытайски Хосун-Ордо его столицей. Таким образом, Каракытаи завладели обширной территорией от берегов Енисея до реки Сырдарьи. Отсутствие порядка в управлении страной, стремление вассальных уделов отмежеваться от верховной опеки подрывало силы государства Каракытаев. В 1208 году на земли Гурхана бегут найманские и меркитские племена, спасаясь от разгрома, учиненного им Чингисханом на Иртыше. Сын найманского хана Кучлук перешел на службу к Гурхану и, собрав остатки своего народа, осел в Семиречье. Через год Западный Ляо попадает в тяжелую ситуацию.
Предводитель Найманов Кучлук, используя происходящее бесчинство и отсутствие государственного управления, в том же 1210 году напал на Узген и захватил казну Гурхана, а через год взял в плен и самого правителя Каракытаев. Однако народ справедливо считал его узурпатором, тираном и не желал ему подчиняться. Поэтому положение Кучлука не было прочным. Восстания в городах Восточного Туркестана продолжались 4 года. Найманы с трудом подавили их только в 1214 году. На западе быстро усиливался Хорезм-шах Мухаммед, считавший себя законным наследником Гурхана. На востоке поджидал своего часа Чингисхан. В истории развития не только кыргызов, но и большинства народов Азии и Европы начинался новый этап. Надвигалось сокрушительное татаро-монгольское нашествие. Просуществовавшее более 90 лет государство Каракытаев и Найманов было сметено нахлынувшими с востока ордами Чингисхана. Честолюбивый Темучин проявил незаурядные способности в борьбе за власть. В конце концов он подчинил себе всех татар, найманов, онгутов и ряд тюркских племен. В 1206 году на Курултае монгольских феодалов государство было провозглашено империей, а Темучин принял титул Чингисхан. Так 51-летний Чингисхан, умный и коварный, жестокий и целеустремленный выходец из монгольского рода Боржигин, стал во главе государства. Опора на беспрекословно подчиняющихся ему единомышленников позволила Чингисхану создать мощное и дисциплинированное войско, с помощью которого он за короткий срок покорил все соседние народы. Кыргызы и енисеи в 1207 году преподнесли Чингисхану дорогие подарки и выразили покорность. Однако в 1218 году они поддержали бунтующих меркитов и подняли восстание. Чингисхан направил туда своего сына Джучи, который смог усмирить и покорить этот регион. Западные кыргызы, боровшиеся в тени РТО с найманским правителем Кучлуком, в том же 1218 году предпочли перейти под власть монголов. В годы правления Чингисхана и его преемников большие группы кыргызов перекочевали из Саяна-Алтая на Тенир-Тоо. По приказу Чингисхана все монгольские, татарские, тюркские и другие подвластные им племена должны были безоговорочно участвовать в военных походах. Войско монголов имело четкую структурную организацию, подразделялось на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч тумены. Во главе каждого подразделения стоял начальник, наделенный неограниченной властью. За трусость одного воина предавали казни всю десятку, за провинность десятки казнили сотню, в которую она входила. Походы Чингисхана отличались жестокостью по отношению к населению. Наведение ужаса, паники в рядах противников было традиционной тактикой полководца. Стали обыкновением массовые казни ни в чем не повинных людей, погромы, поджоги, грабежи. Мусульманские средневековые летописи насчитывают около 30 случаев, когда в битвах и казнях погибло до 100 тысяч человек. На самом деле таких актов варварства на завоеванном Чингисханом необъятном пространстве от степей Центральной Азии до Восточной Европы было намного больше. Это одна из самых трагических и мрачных страниц истории средних веков. Это был труднейший период в истории кыргызского народа. Число их значительно сократилось, они лишились территории исконного проживания. Насильно переселенные в другие места группы кыргызов не смогли возвратиться назад и в последующем ассимилировались с монголами и китайцами. Насильное переселение кыргызов Енисея и Алтая в другие регионы продолжалось вплоть до падения династии Юань в 1389 году. Государство Хайду. Сепаратистская политика жаждущих самостоятельности монгольских феодалов Средней Азии дала свои результаты. В 1269 году на берегу реки Талас состоялся совместный Курултай улусов Угидея и Чагатая, на котором было создано новое, полностью независимое от Каракхорума, столицы великого хана, государство. Во главе его встал внук Угидея Хайду-хан 1269-1301 годы. Границы государства простирались от Алтая до Амударьи и включали также Кыргызстан и Восточный Туркестан. Столица, город Тарсакент, располагался в Чуйской долине, приблизительно в районе современного села Караджигач, близ Бишкека. Хайду хорошо понимал, что сила и стабильность государства напрямую связаны с его экономическим развитием. Поэтому он предпринял ряд существенных мер для улучшения хозяйства, развития торговли как внутри страны, так и с соседними государствами. Проводились работы по восстановлению разрушенных монгольскими завоевателями городов и сел, например, Тарсакента и обезлюдевшего Баласагуна. После смерти Хайду, 1301 год, между чингизидами началась длительная война за власть. Это довершило начавшийся процесс раздробления Кыргызстана. К XIV веку из множества поселений Чуйской и Таласской долин остались лишь единицы. Цветущие когда-то земледельческие территории монгольские феодалы превратили в пастбище для скота.